Пациент обратился в РКБ. Обследование показало опухоль, но ее расположение поставило врачей в тупик. Новообразование находилось не на стенке пузыря, а в дивертикуле, своеобразном кармане, где стенка органа истончена и лишена мышечного слоя. Такая патология встречается крайне редко и делает операцию чрезвычайно рискованной. Первый риск – то, что сделать перфорация мочевого пузыря. Это большой риск, это первое, конечно. И второе – распространение этого опухоли в мышечный слой мочевого пузыря. Это очень большой риск, так как распространение в мышечный слой, это значит убрать надо мочевой пузырь, простата и сформировать новый мочевой пузырь из кишки, который он не будет функционировать так, как собственного мочевого пузыря. Вот эти два риска большие очень. Стандартные методы были неприменимы. Эндоскопическое удаление током грозило прожечь стенку и выпустить раковые клетки в брюшную полость. Открытая операция тоже была сопряжена с высокими рисками. Требовалось новаторское решение. И хирург Самих Аль-Хаттаб его нашел. Очень аккуратненько сделать коагуляция, не резекция, коагуляция. Вот. По краям этот грыжа или, скажем, дивертикулум. После чего специальный инструмент, как шарик, коагуляция специальным способом выдавливает изнутри этот образование, этот опухоль, и после определенного времени было то, что было прекрасно прошла эта операция, так как почти вся опухоль вышла оттуда. Но и это еще не все. Во время одной операции врачи смогли решить две проблемы пациента. Параллельно с удалением опухоли хирург провел коррекцию шейки мочевого пузыря, которая также мешала нормальной жизни больного. Таким образом, вместо двух вмешательств человек перенес лишь одно. С недавнего времени мы проводим достаточно такие сложные операции, которые нуждаются именно по врачебном профессионализме. Такой специалист у нас появился, который с Палестины приехал, наш товарищ, друг Самих Юсуфович. Вместе с ним провели такие сложные операции, как тур опухоли мочевого пузыря, а также выполнены конструктивные операции с пересадкой мочеточника. Такие операции у нас тоже раньше не делали. Там была сложная ситуация, таких пациентов до сих пор направлялись на иногородное лечение, а сейчас у нас есть возможность здесь эти операции выполнять. Инновационный подход оправдал себя полностью. Пациент чувствует себя прекрасно и уже на следующий день после операции был активен. Больной на третий день выписан за стационар. Больной очень рад, доволен. Уникальная операция в Ингушской республиканской клинической больнице – это не просто спасенная жизнь. Это пример того, как профессионализм и смелый поиск решений позволяют отечественной медицине добиваться успехов даже там, где отсутствуют общепринятые методики. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Рахман Икажев, Магаз 24.